Ингуши с глубокой древности подчинялись суду обычного права, который представлял в своем лице законодательную и судебную власть. Для решения насущных проблем общества созывался Совет страны – Мехкхел. В него входили самые авторитетные представители ингушских тейпов, отличавшиеся в обществе своими высокими нравственными качествами, знанием и умением правильно толковать нормы обычного права. Все вопросы хозяйственной и общественной жизни регулировались и регламентировались адатами и традициями ингушского народа. На Совете рассматривали вопросы, касающиеся различных областей жизни традиционного общества: межродовые конфликты, дела об убийствах, ранениях, оскорблениях, похищениях невест, ссорах из-за имущества и о воровстве. Разбору в Мехкхел подлежал довольно широкий круг вопросов. Эгигаст появился на Совете в зеленой черкеске с веревкой вместо серебряного пояса. Почему ты носишь веревку? Как этот пояс не идет к этому наряду, так и ингушам чужды князья. Его действия показали, что потребность в князьях была противоестественна для ингушей. Превыше всего они ценили свободу и боролись за нее. Возглавляет Совет страны всенародно избранный старейшина, которого именуют Бегол. Согласно ли общество меня выслушать? Ежели согласно, буду говорить, а нет, замолчу. Согласны. У нас нет государя, нет князя. Меххой. Собрались мы для разбора дела, которое долго пытались решить мудрецы местного Кхел, но так и не смогли. Наконец жалобщики дошли до нас. Двое парней, один из рода Гайтамира, другой из рода Эги, пасли овец. Один из пастухов из рода Гайтамира, с согласия второго, решил отдохнуть и заснул на земле. Когда пришло время будить его, второй пастух из рода Эги решил пошутить и ударил палкой о землю возле головы спящего. Пастух, которого даже не задела палка, спросонья от испуга умер. Так между родами возникла вражда. Эги не принимали вины на себя, а род Гайтамира утверждал, что Эги убили их человека. Быстрая река до моря не добегает. Это не такое дело, чтобы спешить. Нужно все хорошо взвесить. Салам алейкум. Допросив пастуха, ударившего палкой о землю, и осмотрев местность, где это произошло, ангуштовские старейшины сделали следующий эксперимент. Поставили круглую керамическую чашу нетронутого кислого молока на то место, где лежала голова умершего, и предложили обвиняемому повторить свой удар палкой о землю. В результате его удара сметана на молоке от сотрясения разошлась. Меххой, такая же трещина должна была появиться и на мозгах умершего. По древним обычаям, за всякое убийство, как нечаянное, так и намеренное, убийца платит 12 похоронных коров. Пастух из рода Эги виновен в убийстве. Но учитывая обстоятельства, постановляю взыскать с виновного штраф в размере половины полной крови, то есть 6 коров. Согласны ли вы? Согласен. У нас нет государя, нет князя. Все единогласно отозвались согласием, и даже парень, которого обвиняли в убийстве. Меххой, это дело почитается решенным. Прошу расходиться по домам своим, а виновным пусть исполняет решение совета.